Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске актуальные новости из города Алдана, Нерюнгри и Мирного, а также расскажем о интересных проектах из мира якутского кино и не только. 22 октября федеральный канал ОТР покажет два фильма, связанных с Якутией. Это художественный фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова и документальное кино «Интересная жизнь». «Пугало» рассказывает о жизни знахарки, ведущей отшельнический образ жизни. Героиню ненавидит население села, но при возникновении проблемы она становится единственным шансом на спасение. В 2020 году картина получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр», а сюжет фильма «Интересная жизнь» основан на реальных событиях путешествия столичного актера-неудачника на съемки из Москвы в Якутию. Интересный выпуск о Якутии, традициях и быте населения сняли и опубликовали на YouTube-канале национальность.ру. Национальность.ру – это новое тревел-шоу, в котором популярные телеведущие рассказывают о народах, проживающих на территории нашей страны. На самом деле в этом и смысл нашего проекта «Национальность.ру» – показать, какие мы все разные и как мы все-таки похожи. Мы сейчас держимся за руки, будем танцевать хоровод. Что такое хоровод, я знаю, а чем он отличается от вашего хоровода? В нем принимают участие все народы Саха, даже гости тоже могут танцевать. Это танец обилия, плодородия. Танцуют по кругу солнца. А что у вас сейчас такое в руке? Это у меня называется дейбир. Он отгоняет злых духов, приносит радость, плодородие и счастье. А из чего он сделан? Из конских волос. Получается, танцуют все? Чувствую, что это танец радости, потому что здесь все объединены. Мы стоим максимально близко. Обратите внимание, не выпускают руки друг друга. Танцуют и стар, и млад, все вместе, и мужчины, и женщины. 27 октября во всех кинотеатрах республики выйдет новый фильм «Кюнкыга Кюнней» в производстве телеканала НВК Саха. Как говорят режиссеры фильма, это будет завершением знаменитого сериала. Чем же закончится любимый сериал телезрителям, узнаем совсем скоро. Кюнкыга Кюнней. 38-й театральный сезон стартовал в городе Нерюнгри. За это время артисты театра кукол показали свои спектакли не только нерюнгринским зрителям, но и за пределами республики. Подробнее расскажет Ирина Лазаренко. В начале октября труппа театра представила свой спектакль «Кюрегей» режиссера Александра Иванова на 5-м Большом детском фестивале. С 29 сентября по 27 ноября в московских театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Лауреатов в 14 номинациях выберет детское жюри. Победителей еще 4 номинаций определят взрослые. Все очень доброжелательные. Мы прям удивились, что все-таки это Москва, мы откуда-то приехали. Вообще все было идеально. Нами интересовались, спрашивали, приходили, сидели даже на наших репетициях, пока мы репетировали спектакль «Детский Кюрегей». Вот. Благодарили, говорили, что это так необычно. Но пока нам дали диплом за участие. Вот. И еще ждем результатов. В ожидании результатов фестиваля театр не теряет темпов работы. И уже 15 октября часть труппы отправилась в город Братск с обменными гастролями. В свою очередь, нерюнгринский зритель на днях увидит спектакли Братского театра «Терлямы». Братчане привезли нам замечательный спектакль для детей «Гуси-лебеди» и «Сашенька и медведь». А мы повезли в Братск два наших спектакля. Это «Той-той Батур» по героическому эпосу Олонхо и тоже очень веселую сказку «Иванушкина дудочка». Эти гастроли были запланированы еще весной. И вот когда вся организаторская работа завершена, труппы обоих театров нашли время в плотном графике репетиций, фестивалей и проектов, чтобы расширить аудиторию и порадовать зрителей за пределами своего города и региона. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Популяция диких северных оленей под контролем. 10 особей лено-оленевской популяции чипировали у местности Скалистая у реки Ачуге-Халамсук. Мои коллеги расскажут подробнее.
Популяция диких северных оленей под контролем. В конце сентября специалисты Института биологических проблем криолитозоны в очередной раз отловили парнокопытных и надели на них спутниковые ошейники. 10 особей ленооленевской популяции чипировали в местности Скалистая у реки Ачугуй-Халамсук. Мы должны определить пути миграции и места летних и зимних мест обитания. Совместно с экологическим центром мы будем уже предоставлять материалы. По словам сотрудников экологического центра «Алроса», радиоошейники надевают животным в момент миграции, когда животные переходят с одного берега реки на другой. Устройства безвредны и не вызывают дискомфорта у оленей. Проведены выездные мероприятия на круглогодичную автомобильную дорогу от Верхнемунского до города Удачный. Обследованы искусственные переходы диких северных оленей, также фактические переходы. В период миграции, чтобы животные могли безопасно пройти в районе автотрассы, вдоль нее технологического проезда Верхнемунская установлен час тишины. Ежедневно с 14 до 16 и с 2 ночи до 4 утра проезд по трассе закрыт. Если же водитель видит стадо оленей, нужно снизить скорость или вообще остановить машину и сообщить об этом оператору диспетчерской службы Удачнинского комбината. Национальные команды из России, Казахстана и Белоруссии открыли свой лыжный сезон. И начался этот лыжный сезон в городе Алдан с его уникальными климатическими условиями. Алданские лыжные трассы для заслуженного тренера России Юрия Каминского уже как родные. Более 10 лет он привозит сюда национальные команды по лыжным гонкам и биатлону. Кроме того, Каминский открывает Алдан для команд из стран СНГ. Теперь белорусы знают место для тренировок, где в октябре лежит настоящий снег. Единственный минус – расстояние и часовые пояса. Это единственный минус. Я думаю, что если бы было поближе, здесь бы вообще полстраны бы было, по крайней мере, полстраны России. Думаю, что ближайшие страны тоже были бы в более полном составе. Биатлонисты, наверное, приезжали бы. Вот. Единственное, что пугает, это разница во времени и расстоянии. Сборная Казахстана в Алдане уже не впервой и очень довольна состоянием трасс и их протяженностью. После тренировок в Алдане сборная отправится в Финляндию, готовится к первому этапу Кубка мира и очень сожалеет, что у российских спортсменов нет возможности участвовать в мировых первенствах. Мы очень переживаем за российских лыжников, биатлонистов, то же самое, что всегда, где наши руководители, кто в международном ФИСе, они поддерживают наших российских коллег. Мы переживаем, конечно, хотим, конечно, чтобы все спортсмены выступали, потому что спорт, он объединяет, развивает культуру. Заслуженный тренер СССР и России Николай Лопухов впервые побывал в Алдане в середине 80-х годов прошлого столетия. Сегодня Алдан может похвастаться не только ранним снегом, но и инфраструктурой. Тут все комплекс великолепный. Именно комплексы. И тут и тир, и стрельбище, и снег. Все прекрасно. Как говорят тренеры, ранние вкатки позволяют определить возможности спортсменов, обкатать новые варианты нагрузок, поработать над ошибками. И здесь санкции и запреты, возможно, лишь укрепляют дух спортсменов, позволяя им набрать новые навыки, тактику и стратегию, которые при случае выведут наших лыжников и биатлонистов на недосягаемые высоты. Да, конечно, плохо, что соревновательная деятельность немножко такая внутренняя будет, но все равно здесь можно поэкспериментировать с какими-то моментами. Ответом на запреты мирового спортивного сообщества станут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в Алдане в конце октября. В них также примут участие национальные команды из Казахстана и Белоруссии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!